Уважаемые жители Республики Коми, добрый день! Сегодня очередное наше включение. И сегодня, на 3 мая, у нас в республике лабораторно подтверждено 682 случая заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 6 человек. Под медицинским наблюдением сегодня 2527 человек. В республике продолжает расти число выздоровевших, и сегодня их уже 111 человек. Мы активно перенимаем все самые новые, все самые современные методы лечения, особенно тяжелых пациентов коронавирусной инфекцией. И вот только-только эта технология начала применяться в Москве, в Санкт-Петербурге, в других крупных городах. Мы ее точно так же приняли на вооружение. Это довольно сложная технология. Заключается она в том, что пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, имеют в крови активные тельца, антитела, которые уничтожают вирус, если они попадают в кровь реципиента, то есть другого человека, кому эта плазма будет перелита. И вот я хочу сказать, что люди, сами только что переболевшие, только, в общем, познавшие, что такое тяжесть коронавируса, тем не менее, изъявляют желание, приходят и встают в ряды доноров. И сегодня одним из таких, в числе первых доноров стал Андрей Николаевич Гаврилов, хирург Эжвинской больницы, который точно так же сдал плазму, и она уже перелита тяжелому пациенту. И, конечно, я хочу сказать сегодня слова самой искренней благодарности этим героям, которые, сами перенеся тяжелый недуг, тут же встают в ряды доноров и помогают тяжело больным. Огромное вам за это спасибо. Ну и хочу еще воспользоваться случаем, сказать большое спасибо нашим волонтерам, тоже таким незримым героям, которые сегодня оказывают помощь и ветеранам, и пенсионерам, и людям, просто нуждающимся в помощи, принести продукты, принести медикаменты, ну и другую помощь, в которой нуждаются сегодня пожилые люди. Еще очень важная тема на сегодня – это дети войны. У нас было очень много обращений от общественности, от депутатов, как от муниципальных, так и от депутатов Госсовета, с тем, чтобы в этот год, юбилейный год, повысить выплаты, они у нас были 1000 рублей, повысить в этом году особенно. Ну вот мы посоветовались на Госсовете, и я принял решение, что в этом году мы повысим в 3 раза выплаты. В этом году выплата составит 3000 рублей. Количество детей войны у нас в республике почти 33 тысячи человек, и выплаты дополнительные в связи с повышением составят более 64 миллионов рублей. На самом деле это та малая толика уважения к этим людям, перенесшим наравне с взрослыми все тяготы войны, все тяготы лишений военных. И, конечно, еще раз повторяю, это та дань уважения, пусть может быть не очень в большом выражении, но искренне от души. Вчера состоялся у нас эфир, я отвечал на те вопросы, которые вы задали. На самом деле это очень важные и для вас вопросы, и для меня, и ответы, и осознавание того, что я могу донести в этих ответах информацию, которая вам поможет. Мы продолжаем эту работу, я готовлюсь к следующему эфиру, и вот в ближайшее воскресенье я снова выйду в эфир с тем, чтобы ответить на ваши вопросы. На сегодня у меня вся информация. Всего вам самого доброго. Режим самоизоляции продолжается. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.